Ассаламу алейкум, казах Илья. Я хочу вам сегодня рассказать, как в государстве, преступном государстве под названием Казахстан, как грабят свое население даже через финансовые пирамиды. Открыто. Где царствует казнократство, коррупция, беззаконие, где власть, президент знает, что во главе судов сидит преступник, во главе прокуратур сидит преступник. Имеются доказательства, однако делает вид, что все нормально, и дальше продолжает заниматься тем, что занимались уже 3-4 года. Правит нашим государством, конечно, по моему мнению, некоторые группы, мелкие там проходимцы, как Евразийская тройка, вот это Шадиев, который открыто грабит нашу. Россия правит. А руководители государств, называя себя мусульманами, уплетая за обе щеку свинину, все это называть, так сказать, многовекторной политикой. Понимаете? Я хочу сегодня рассказать вам, как хотели меня подставить взяткой, частный судебный исполнитель Жаданов подстрекал на дачу взятки, все записывал незаконно на видео. И судья Медеевского районного суда, фамилия, кажется, города Алматы, фамилия, кажется, у нее Нурсеитова. Начну с того, что как наше государство грабит свое население, вот, самое, так сказать, уже нищее свое население через финансовые пирамиды. Так, например, Гарант-24 Ломбард образовался в 2018 году. 3 года он работал открыто во всех городах страны, не где-нибудь там прячась в подвалах или что-то. Напротив городских акиматов, напротив областных акиматов, на двухэтажных красивых зданиях. Внутри здания 2 сотрудника полиции охраняли, наружу охраняли сотрудники полиции, Кузет, который относится к Министерству внутренних дел, прокуратуру, все другие госорганы знали об этом, что они работают открыто. Даже запрашивали вот через 2 года, в частности, и я запрос делал в Министерство юстиции, они ответили, да, эта компания зарегистрирована. И только мы сдали крупную сумму, там последние эти 13 миллионов 700 тысяч тенге, тут же кого-то ждали этого, закрыли этого Гарант-24 Ломбард, намеренно волокитили это расследование, намеренно судебное решение там долгое было, и умерли несколько людей, вкладчиков, от, так сказать, от неожиданности, так как он открыто работал. Все звезды эстрады, спорта их рекламировали. А в автобусах везде реклама была. В социальных сетях. Почему правоохранительные органы не реагировали? Вот сами делайте выводы. Потому что верхняя часть это власти, генеральный прокурор, министр внутренних дел, во главе, как я предполагаю, КНБ во главе, как предполагаю, главы государства, они знали, намеренно делали, чтобы нищим населением управлять легче. Они с протянутой рукой, вот ему говорит, вот ты если откроешь рот, или что-то там, не говоря уже о пикетах или забастовке, ты не получишь свои деньги. И в связи с этим вынесли решение о взыскании с них исполнительных лиц. И вот в 2023 году я прихожу к частному судебному исполнителю Жаданову. Он говорит, да, у вас, оказывается, есть определение, что вы относитесь к крайне уязвимым своему населению. Почему крайне уязвимым? Потому что вот из-за этого негодяя, председатель Алматинского городского суда, ныне, когда он работал в Жамбулском областном суде, надзорной коллегии, членом,
он преступным путем отобрал четырехкомнатную квартиру у меня в пользу моих должников. И на основании этого постановления взыскано с моего сына преступным путем, совершив тяжкие преступления, 2 судьи взыскали сумму. С меня взыскали сумму, якобы я заключил договор в пользу того лица, которого не только не подписывал договор и заключал, я ее никогда не видел, даже требовал в суде ходатайства, вызвать суд не было. Прокуратура за клевету якобы там подала в суд, что из уголовного дела не было уничтожено. Хотя по факту уничтожено, они крышуют 7 подозреваемых, которые совершали в отношении нас преступления, уничтожили уголовное дело. Других, те КМБ, когда они как-то проникали к нам в дом. И вот в связи с этим определен, он мне обещал, вот я в течение месяца, я вам полностью, у вас основание есть, возмещу. И выдерживать паузу. После каждого это выдерживает паузу, вот типа. И так из месяца в месяц, например, в июне обещал в августе, сентябре, октябре, до сентября месяц. Сам признается при этом, что признался, что он бравирует, что он бывший сотрудник полиции. Потом взыскал он всего 200 тысяч тенге в мою пользу, и то эти не дал. Когда я подал суд на отмене постановления, что незаконно, он в суде признался, что все наши, вот, которые мы приходили в офис, записывал разговоры на видео, аудио. А это незаконно, это противоречит закону, это преступно, это преследуется по закону такие действия. А для чего он делал? В то же время он говорил перед этим, как выдерживал паузу, он подстрекал меня на дачу взятки, если вот так сказать. И если бы я ему сказал бы, вот этот господин участвует, вот тебе столько откат, пожалуйста, делай, я очень в тяжелом состоянии, меня могут выселить, мне надо делать операцию, мне нужны деньги. Да, сделал, они меня хлопнули, и я до суда не дожил бы. Они бы разорвали меня, это те же, так сказать, власть. И с сыном то же самое произошло. Его вон похищали, закидывали в автомашину, 4 пытались похитить. И в то же время он говорит, идите к прокурору. До этого. Когда выдерживал паузу, я не понял, а потом я понял, что он намекает на то, что на тот момент мы просили, что прокурор Востандырского района Жакупа привлекли к уголовной ответственности. Карипекова, Жюриктаева, которые крышевали, соглашались, которые из уголовного дела были уничтожены. Это тяжкие преступления, когда сам надзорный орган, или по его приказу, или зная о том, что они уничтожили, прекращали уголовные дела. Второй факт. Это судья Медеевского, Алатауского района суда Нурситова. То потом уже дело, вот только Гарант 24 Ломбард, но там было, так сказать, начисленных суммы. И мы приходим один раз, не выдает нам никакие заявления, и председатель суда Батырбек или Бекбатыр говорит нам, вот идите в антикор, и вот вы, оказывается, пытались дать взятку, там возьмете, попросите, скажите, наши деньги, нам вернут. А деньги нужны. И если бы мы пошли в антикор, нас там хлопнули с радостью, этот же Рахимов, глава антикора. Потом они праздновали, вы понимаете, на что они делают? А вот эта попытка взятки, она делается так, как будто 2 месяца она волокитила, и по этому делу не предусмотрена там такая статья, там оставить заявление без рассмотрения. Все-таки оставили, и когда мы знакомились с делом, когда уже нам отказали, якобы мы, то есть я положил в дело $1000 с их слов. Это какой дурак так может выдумать, а? Уже отказали $1000. И вот таким вот видео вот подтверждается. С самого начала я хочу сказать, что государство наше преступное, в котором царствует казнократство, коррупция, в котором рэкет открытый, зная, что во главе судов, во главе прокуратур сидят преступники, делая вид, что ничего не зная, они применяют двойные стандарты.
Например, вот взять, когда хантарские события, расстреляли людей, ограбили магазины, вот эти же бандиты КМБ, владельцам, так сказать, магазинов, торговых центров за 1 месяц возместили ущерб. Десятки миллионов долларов. Вы понимаете? Это надо только подсчитывать около 6 месяцев. Убедиться, что действительно украли или нет. И десятки, мы ходили, например, этот торговый дом, вот этот французский дом. А почему мы ходили во время стрельбы проверять это? Потому что 2 журналистов славянской национальности, ну, так скажем, пророссийские, казахстанские, радовались тому, что ввели войска, и они заявляли там, вот, меня не даст, вот бывший депутат, по-моему, фамилия, как я сейчас не припомню, сенатора, как же его, он с ними разговаривал. И они, говорят, весь Алматы сожгли, весь Алматы перевернули, вот это все. И нас задело, рискуя своей жизнью и здоровьем, мы с сыном пошли снимать видео вдоль, где вот эти вокруг акиматы, и засняли, как будто и ничего не было, никакой там не митинг, и французский дом целый, абсолютно, даже царапин нет. И ему вот по этим документам нам стало известно, несколько миллионов долларов выдали. А тут то же самое, 3 года открыто работает, финансовая пирамида, Гарант 24 Ломбард. Должно ответственность нести государство. Почему вы такое допустили? Специально делали? Некоторые люди брали в долг, чтобы улучшить свое финансовое положение, как-то выйти из положения, дочь замуж выйти, сына там женить, что-то такое. Они 3 года работали открыто, и раз, как я сдал, тут же хлопают, закрывают, а потом кровь пьют, не выдают деньги. И здесь он мне предлагает на этих деньги, вот типа затягивая, говорит, вот такие предложения, выдерживает паузу, подстрекает на дачу взятки и записывает, оказывается, все это на видео. Это видео. С этим заявлением я обратился уже к главе антикора Рахимову Алматы. Я его знаю как облупленного еще с Тараза. И вот от винта поворот делает. Ну, частный судебный исполнитель мы не знаем, действительно там подстрекательство есть, но мы там не можем, он же не государственный. Но суд же государственный же. Они же меня хотели, вот если бы я пришел бы к вам, вот, черт меня, так сказать, куда я сахтасын, и хлопнули в меня. И они разорвали, потом же до суда не дожили. Потом я это сдал заместителю этому департаменту полиции заявление, то же самое. Приложил диски. И все, нету концов. Ни прокурор Бостандырского, прокурор Авызовского района, глава наличных абсолютно бездействует. Прокурор города Алматы Карипек бездействует. А почему? Потому что они были заказчиками, как я предполагаю, что хлопнут меня. Тот же Смаил, этот негодяй, мерзавец. Вы понимаете? Ни мне ответ не выдают. Там якобы они там Авузовский РОВД передал там частный судебный исполнитель, ни они, никто ответа не выдают, чтобы я мог обжаловать. А сейчас же обращаюсь к этому антикору Рахимову, тот хитрец опять же также обещает в лицо. И то, что я с ним говорю, вот вообще, тут же узнают в судах, тут же узнают прокуратуру, речь. Везде. Полиции. А вот этот частный судебный исполнитель, он также 2 уголовные статьи нарушил. Он должен уголовно нести ответственность за подстрекательство и за вот эту запись незаконную. Он не имеет права без, так сказать, постановления дознавателя, что на меня возбудили, например, уголовное дело, и вот им дает частным судебным исполнителю постановление, вот будешь встречаться с ним, как записывать все это. Без этого записывал, если доказательства есть. А другой был, давно бы уже посадили бы. А здесь его почему не сажают, почему не возбуждают? Потому что он исполнял прокурора города Алматы, как я предполагаю. Исполнял в первую очередь председателя суда, Алатауский, который... Ее он сразу, наверное, пообещал, что там председателем суда сделает. Потому что Алимкулова, судья, вот в Таразе, и Куликеев, который, совершив тяжкие преступления, изменив протокол судебного заседания, уничтожив 8 наших доказательств, взыскали сумму, сразу повысили председателем одно дело, второе в областной суд ввели.
Вот у нас вот такая страна, в такой стране живем, где президент говорит диктатуру закона, называет себя мусульманином, говорит, его щеки уплетает за свинину. И те действия, которые нами правят другие государства, называют, так сказать, многовекторной политикой. Где такие, как Шудеев, Проходин, Кимы, Лямы, Мими, Пимы, Ибрагимовы, Машкевичи нашими богатствами владеют, и они рулят нами. Иностранные государства, другие государства соседние рулят нами. Где Узбекистан даже налог не платит, как если верить сведениям СМИ, некоторых за ввозенный товар, а наш налог. Где наше зерно в Узбекистан увозится, где наш уголь в Узбекистан увозится, своим не отдавать. Вот такая обстановка. Разве можно допустить? Как можно назвать эту страну? А? Действительно, Назарбаев говорил, после меня хуже будет, и он рулит это, делает так, чтобы до такого состояния, чтобы народ взвыл. Он, дурак, думает, хоть ведет себя, наверное, как Александр Македонский. В последний момент, когда воинам, он уже подходя к Индии, не хотели они идти, уже загрузились. Он говорит, тогда я ухожу, делайте, что хотите. И они взвыли, без него ничего не могут. Александр стали на колени. Некоторые говорят, давайте возглавим, мы пойдем на Индию дальше. Хотя наши саки разбивали несколько раз, они все окровавленные ушли. Почему, говорит, Александр, зачем ты здесь? У них здесь ничего нету. Они сражаются, как волки. Четверть войска уничтожили. Кроме хурута и кобыли молока ничего нету. Пойдем в Индию. Там у них, говорят, золотыми купола дворцов золотыми облеплены. Вот такая у нас государство. Вы понимаете? Как можно назвать это государством, где глава, когда кто-то нами извне, так сказать, рулит, как я предполагаю, а глава государства, зная вот этих тяжких преступлений, которые во главе судов, прокуроров сидят, так сказать, преступники, делает вид, что диктатура закона у нас действует, и в правовом государстве мы живем. Прошу прокомментировать мои доводы. Кто не согласен, одно то, что здесь за финансовые пирамиды Гарант 24 Ломбард, потому что он 2 года открыто работал, или 3 года, должно нести ответственность государства. Оно делает, чтобы поставить вот эти 30 тысяч населения на колени, и чтобы они с протянутой рукой тихо умирали и не вякали. Даже открыть не могут слово. Жақсы рахмет сізге. Мен сізге бәрін дұрыс айттым. Жоқ, дұрыс айтыңыз. Бері қарай. Саламатсыздар ма? Бүгін 6 февраль 2024 жылы, мынау қазір Алатау соттың ғимаратында тұрмыз. Мынау кісі сіз Алатау соттың төрағасы. Бүгін енді личный приемға келіп, сот баяғыда 3 ай әкей бала кетет етіп, без рассмотрения қалдырған екен. Апелляция жойып ол определение, сол қайттан жіберді. Біз келіп, отменить етіп. Заңсыз бұл. Келгеннен кейін сұрадық біз, анау кісі бәрін біледі, тағы затягивать етеді намеренно. Сіз сол бер десе, бұл кісі бізге айтқандай болады, сіз оказывается баяғыда взятка беріпсіз дейді, 3 ай бұрын. Сол неменесін жаңағы документін береміз дедіңіз. Мен айттым. Жоқ, сіз айттыңыз ғой, сол фамилияңыз сіз айтыңызшы. Бекбатыр, мен сізге айттым. Кім болып істейсіз? Мен төраға соттым. Сіз қалай бізге жауабасыз? Сіз мен тыңдайсыз ба жоқ па? Мен сізге айттым. Сіз іспен танысқаннан кейін, ол істің ішінен біз $1000 ақша таптық. Оны сіз қалдырдыңыз ба, или білмеймін, сізбен бірге болған адам ба, мен білмеймін. Ол ақшаны біз тапқаннан кейін спецсообщение жіберіп, ол іс қазір антикоррупционный служба тергеуге керек. Тергеу үшін телефон ғана білеміз, қандай шешім қабылдаған білмейміз. Керек болса телефонды береміз. Жоқ, сіз айттыңыз ғой, соны айттым. Жоқ, қай күні еді ол? Мен қайдан білемін? Жоқ, қайсы ай еді? Қанша ай бұрын? Қараша ай. Қараша айында болды. Қай күні? Мен білмеймін, мен отпускыда болғанмын. Жоқ, енді мына жерде біз іспен танысты деп жатсыз, іс біз решение шыққан екен таныстық. Іспен. Решение шыққан таныстырмаған екен. Сіз жаңа айттыңыз, елдің көзінше секретарда бар, керек документтер келсе, керек болса беріп жібереміз дедіңіз.
Аны ақшаны сіз берген болса, барып алыңыз деңіз. Біз айттық алған жоқ, берген жоқпыз, жала жаппаңыз. Это заведомо ложный. А? Жоқ, документ беріңіз деді. Сіз берген кім дедіңіз. қалдырған ол ақшаны, оны уже тергеуші. Жоқ, провокация ғой. Сіздер жасап жатсыздар провокация. Біз не істейміз Мүмкін онда, Смайыловтың ақша заказымен бар. Жоқ, анау КМБ-ның заказымен болды ма? провокация жасап Сізде жатсыз болды ба? ма? Кім? Сізде сұрақ болды ма? Жоқ, сұрақ болғанда сіз айттыңыз ғой, жаңа бергіземін деп. Неменені? Біз телефон тергеушінің телефон берейік. Жоқ, телефон емес, документ беремін дедіңіз ғой. Мүмкін сіз өтірік айтып жатсыз шығар. Жоқ, ана письмо ма жіберген не еді? Жоқ, енді письмо Для бермейсіз. служебного пользования. Жоқ, біз хотя бы оны для сізге ознакомления бермейміз. көрсетсеңізші. Жоқ, көрсетпейміз. Жаңа айттыңыз ғой беремін Мен деп. шатастым, оны сізге Сіз беруге шатастырып болмайды. жатқан, мүмкін сіз жала жауып жатқан шығарсыз. Мен сізге айтып отырмын. А? Сол күні біз аудандық полицияны шақырғанбыз. Сіз барып сол күні білсеңіз, оларды... Не ола мен бар бойқа білді. Мен оны не оттан қайдан білейін? Оны Сізде артымнан... демей-ақ қойыңыз. Жоқ, артымнан не жасап жатқан, қандай, маған қалай фабрикация уголовный дел жасаған? А? Енді сіз 3 ай өткеннен кейін, мен ойлаймын, Смайыловтың заказымен, КМБ-ның заказымен осындай айтып Сіздің жатсыз. арызыңызды сіз жаңа тапсырдыңыз. Заңда көрсетілген мерзімде сізге оған жауап береміз. Күтіңіз. Заңда көрсетілген деп 4 ай бала кететіп... Жоқ, мысалы судья Нұрсейітова захотелось без рассмотрения қалдырады. Қалай ол? Апелляция отменить етті. Кім ол? Жалғыз өзі шеше алмайды ғой. Сіз оған приказ беріңіз онда. Жалғыз сен көңше берем деді. Оны ақ бермейсіз. Таныстырма. Значит, ондай жоқ. Значит, сендер жала жауып жатсыңдар. Айттым ғой сізге. Жоқ, әкеп таныстырмайсың. Көрейік түс болса. Жоқ, көрейік түс болса. Сұрақтарыңыз болса, тергеушіге хабарласып... Жоқ, енді Жоқ, көрсетпейсіз бі документ? Жоқ, төраға айтты ғой не аламын деп. Сұраңыз. Тергеушіге Онда сұраңыз. дәлелдеме Барып болмаса. сұрағыңызды қойыңыз. Бақандай судьясыңдар, судья ғимаратшыңдар. Не сөзді Әр сөзді? мемлекеттік орган өзінің жұмысын атқарады. Қайда бойды жұмысын атқарды? Кәді, 4 айдан бері бала кетіп Августтан бері жүріп келе жатыр бұл августтан дело. бері. Мен сізге түсіндіріп айтып бердім. Істі қарап жатқан ол мен емес. Мен сіздің көңше таныстырмайсыз ғой. Жала жауып жатсыздар, қараптан қарап. КМБ арқылы фабрикуете уголовное дело. Хабарласыңыз. Енді жаңа берем дедім, бермейді деп шықтыңдар. Төраға бастығыңыз айтты, берем деп. А секретарынан сұраңыз, сен берсеңіз. Сұрақтарыңыз болса, тергеушіге хабарлассаңыз болады.